Организаторы и участники третьего международного музыкального конкурса Алисы Гицба прибыли в Абхазию и открывают заключительный этап конкурса. В этом году принимались заявки в двух номинациях – сольное вокальное академическое исполнительство и искусство ансамбля. Из более чем 200 заявок в третий тур прошли 50 конкурсантов, в том числе из Абхазии. 29-го вы можете послушать вокалистов, 30-го вы можете послушать ансамбли. И в ансамблях участвуют не только инструменталисты, но и вокальный дуэт. Всеми нами любимая Софья Саканя не ограничилась тем, что она получила гран-при на прошлом конкурсе. И вот в этом году она решила принять участие уже в другой номинации. Я приглашаю вас поболеть, поддержать. Тем более, что кроме Софьи Сакани у нас есть еще несколько участников из Абхазии. Это Амр Барганджия, которая закончила Московскую консерваторию. Сейчас она вот снова входит в форму, активно участвует в разных мероприятиях, конкурсах, мастер-классах. Ярда Сим-Сим, которая учится сейчас в консерватории. Они все стали финалистами нашего конкурса. И есть еще замечательный тенор, звезда, солист Большого театра Валера Макаров, который тоже подал заявку, естественно, прошел в финал. Дело в том, что у Валеры тоже вся родня из Абхазии, хоть он и не абхаз. Количество друзей и спонсоров проекта увеличивается с каждым годом. Так, впервые в этом году конкурс получил грант от Президентского фонда культурных инициатив России. Руководство Абхазии поддерживает организаторов с самого основания конкурса. Хотелось бы отметить, что все 3 года подряд нас поддерживает руководство страны в лице президента, в лице премьер-министра и Министерства культуры «Наше родное», которое всячески содействует тому, чтобы мероприятие проходило на должном профессиональном уровне. Я думаю, что, как и в предыдущие годы, 3-й конкурс пройдет на должном профессиональном уровне. Будут открыты новые имена, безусловно, будут новые номинации озвучены, да, и с учетом того, что такая происходит трансформация конкурса в этом году у нас и мастер-классы, и искусство ансамбля, это говорит о том, что сам конкурс расширяет свои профессиональные горизонты, расширяет свою географию, потому что участников достаточно много с разных стран, с разных регионов постсоветского пространства. У нас и присутствуют участники из Европы, из Азербайджана, Армения, да, вот такие как бы государства, Молдова, Сербия, Израиль, Испания. В общем, география масштабна. Это говорит о том, что конкурс пользуется популярностью, конкурс интересен для профессионалов и не только для профессионалов. В составе жюри заслуженный артист России, солист Большого театра Роман Муравицкий, а также лауреат международных конкурсов, автор и менеджер образовательных программ Виктория Фернандес. В рамках 3-го тура конкурса они, наряду с другими членами жюри, проведут мастер-классы, причем не только для участников. Вход открыт для всех желающих. Во-первых, большое спасибо за возможность приехать в эту замечательную страну. И я тут 1000 раз буду благодарна по гроб жизни Алисе, потому что если бы не Алиса, я бы наверняка сюда бы точно не попала. И не только я, очень многие молодые исполнители, новые исполнители познакомятся с этой страной, замечательной страной. Вот, это большой плюс. Как я всегда говорю, что искусство, оно не только открывает границы, оно вообще объединяет людей с разных стран, и это очень важно. Особенно в сегодняшний момент объединяться и бороться за что-то общее. И что-то общее для нас это искусство, это культура. Вот. Уровень конкурса уникален. Просто вот реально уникален. Сама организация тоже. Структура организации, она единственным, такого второго конкурса просто нет. И молодым конкурсантам очень повезло, что у них, скажем так, идет фьюжн между конкурсом и лабораторией, мастер-классом. Они постоянно находятся в какой-то атмосфере и обучения, и промоушена в один и тот же момент. Это уникальная возможность и себя показать, и научиться одновременно. Народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России, учредитель и председатель жюри конкурса Алиса Гицба с особой гордостью рассказывает об успехах победителей прошлых лет. Лауреатов 3-го конкурса, помимо призов и премий, ожидает также плотный концертный график в первой половине следующего года. Только на церемонии награждения мы все, и участники в том числе, узнаем и узнают, что они выиграли, какие призы. А призов у нас очень много, у нас есть спецпризы, помимо премий. И один из главных призов, на котором я сейчас хотела бы акцентировать, это приз от нашей первой леди
Вот премия, которая будет вручаться по ее усмотрению, вот кто ей понравится. Вот. У нас очень много спецпризов творческих от различных концертных организаций. Вот буквально позавчера подтвердилась Саратовская филармония, ну как бы там консерватория и филармония, они в одном бокале. Спецприз, значит, участие в гала-концерте лауреатов. У нас будет много концертов с января по июнь. Мы будем вот и в Саратов поедем, и в Саранск поедем, и в Воронеже у нас будут концерты, и в Москве, и в Петербурге. То есть вот это по программе нашего гранта мы, конечно, должны выполнить все наши обязательства. Я думаю, что у нас будут еще сверх обязательств концерты в Ивановке Рахманиновской, в Клину Чайковского. То есть, ну, вот такая будет бурная, активная деятельность. Она, в принципе, в прошлом году была, а в этом году, благодаря гранту, который нам выделил Президентский фонд культурных инициатив, наши возможности стали еще более, да, более широкими. Гала-концерт третьего международного музыкального конкурса Алисы Гицба пройдет 31 октября в Абхазской госфилармонии. Вместе с победителями на сцену выйдут члены жюри, Воронежский симфонический оркестр и Абхазский государственный камерный оркестр. Еще один гала-концерт победителей пройдет в Пицунском храме 1 ноября. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.